Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Продолжается регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного собрания. На сегодняшний день общее количество зарегистрированных инициативных групп составило 97. Кроме того, 8 кандидатов в депутаты выдвинуто политической партией «Айнар». Центральная избирательная комиссия сообщает, что в соответствии с Конституционным законом Республики Абхазия о выборах депутатов Народного собрания решением ЦИК от 26 января 2017 года прием необходимых документов для дальнейшей регистрации от граждан, выдвинутых инициативными группами и политическими партиями, будет осуществляться с 1 по 20 февраля. Данное решение прокомментировал председатель ЦИК Томас Гугия. Мы считаем, что в этом году будет большой ажиотаж, и раз будет большое поступление документов, мы должны иметь определенное время их рассмотреть. Кроме всего прочего, вы знаете, что парламентом приняты дополнительные параметры, по которым мы должны изучать и принимать документы. Это речь идет о больных алкоголизмом, наркоманией, лиц в судебном порядке признанным недееспособными и с психическими расстройствами, затяжными психическими расстройствами. То есть это дополнительные документы, которые мы опять же должны рассмотреть, помимо ранее существовавших. Кроме всего прочего, изучать все подписные листы, это не так просто, надо будет просматривать все эти материалы. Кроме того, там масса других документов, которые должны представить, и должны мы иметь возможность рассмотреть эти документы вовремя. Если ранее этого не делалось, ранее было, такого ажиотажа не было раньше. Если раньше не оговаривали этот срок, о котором мы сейчас вам сказали, приемных документов, ограничивали, мы в пределах действующего законодателя, в пределах полномочий Центральной избирательной комиссии приняли данное решение. В 4-й средней школе Сухума прошел второй тур предметной олимпиады среди учащихся 9, 10 и 11 классов. Олимпиада проходит по всем предметам, но сегодня ребята показывали свои знания по физике, географии, истории и армянскому языку. В олимпиаде приняли участие около 600 школьников. Как сообщила заместитель начальника столичного управления образования Марина Аршба, цель олимпиады – дать импульс к саморазвитию и творческому поиску, в котором рождается подлинный интерес к науке и познанию. Подробности в материале Рената Шакая. Ежегодно учащимся школ столицы предоставляется возможность показать свои знания и навыки в области одной или нескольких изучаемых дисциплин. По мнению организаторов, с каждым годом уровень знаний учащихся повышается. Это нужно делать не только для того, чтобы поднять престиж самого предмета, но для того, чтобы, выработать в себе уверенность в своих знаниях. Вот ученик это должен. И надо ученику показывать, что он знает этот предмет, что он способен его выучить глубоко, осознанно может подойти. То есть нужно в них это воспитывать. И я думаю, что большинство, я не хочу сказать, что нет такого, которого заставили, потому что я этого не знаю и утверждать не могу. Но я уверена, что большинство, кто сюда приходит для того, чтобы проверить себя. Цель проведения Олимпиады – проверить знания учащихся, выявить одаренных детей и помочь им развить творческие способности. Значение олимпиады предметной очень высоко, потому что ребенок или ученик, будем так говорить, придя на олимпиаду, он проверяет себя, свои знания, насколько глубоко он знает. Чаще дети думают, что вот они уже все выучили, они уже все знают. А здесь, когда сталкиваются с неординарными такими вопросами, они понимают, что где-то, может быть, что-то пропустили, и тогда они подтягиваются. И, естественно, если он в 9 классе, в 10 он уже подтягивается, в 11 он еще больше подтягивается. Это один из видов работы с одаренными детьми. И я думаю, что Олимпиада помогает в становлении вообще личности учащегося. Физика, химия, география, армянский язык, история Абхазии – это те дисциплины, по которым проходила Олимпиада. Педагоги утверждают, что в последнее время учащиеся проявляют огромный интерес к своей истории. К примеру, 96 учащихся принимают участие в Олимпиаде только по истории Абхазии. Потенциал хороший. Меня радует то, что дети заинтересованы. У нас Олимпиада и по истории Абхазии, и по истории России. И работы по истории России
не всегда радуют, да, немножечко они слабее. А вот работы по истории Абхазии, они все-таки больше на уровне. Меня радует, что дети интересуются своей историей, любят свою историю. И учителя тоже, я вижу, делают большой акцент на истории Абхазии. И это мы видим и на конкурсах, это мы видим и по итогам Олимпиады. Конечно, мы по результатам на республиканский, на 3-й тур Олимпиады посылаем более сильные работы, чтобы это как бы и конкуренция, чтобы на будущее дети знали, что если им там не хватило 2 балла, что надо больше над собой работать, чтобы на будущее попасть на 3-й тур республиканской Олимпиады по истории. Победители городской олимпиады будут защищать честь столицы уже на республиканском уровне. Победители же республиканского турнира получат льготы при поступлении в вузы страны. Рената Шакай, Тимур Гугохия для событий недели. Государственный комитет по управлению имуществом и приватизации начал инвентаризацию договоров аренды объектов недвижимости. Насколько эффективно используются объекты республиканской и муниципальной собственности? С какими проблемами сталкивается Госкомитет при реализации своих задач? Мы обсудим с гостем нашей студии немного позже. А сейчас об основных новостях недели. Ирина Аржба с обзором событий. 21 января началось выдвижение кандидатов в депутаты парламента Абхазии. Процесс регистрации инициативных групп в ЦИК достаточно активный. Парламентские выборы состоятся 12 марта. Решением ЦИКа образовано 35 избирательных округов по выборам депутатов парламента. Опубликован список избирательных округов с указанием границ, численности избирателей и местонахождения окружных избирательных комиссий. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия презентовала ежегодный каталог предприятий, посвященный сельскому хозяйству страны. В каталог были включены более 1500 предпринимателей. Издание в 255 страниц наглядно представляет новые проекты в области сельского хозяйства, различные услуги, а также предприятия, число которых увеличивается с каждым годом. В рамках презентации была организована и выставка работ абхазских художников. Вопрос нарушения законодательства в рыбном промысле обсуждался в Кабинете министров на рабочем совещании, которое провел премьер-министр республики Беслан Барцыц. В совещании приняли участие представители общественности и предпринимателей из сферы рыбного бизнеса. Глава правительства напомнил о 500-метровых прибрежных зонах, где запрещается проведение рыбного промысла. Для приема любой информации о правонарушениях со стороны рыболовецких компаний открыта горячая телефонная линия. Телефон 936 90 46. 24 января общественность Сухума простилась с выдающимся абхазским ученым и общественным деятелем Эммой Килба, которая ушла из жизни 21 января на 64-м году после тяжелой болезни. Отечественная наука понесла утрату, которую без преувеличения можно назвать невосполнимой. Соболезнования родным и близким Эммы Киаминовны направил президент Абхазии Рауль Хаджимба. Главный тренер национальной сборной по футболу Джума Кварацхелия единогласным решением на внеочередной отчетно-выборной конференции ФФА был избран президентом Федерации футбола Абхазии. Прежний руководитель Федерации Руслан Аджинджел покинул пост по собственному желанию. Концепцию проекта ресторана «Абхазские каникулы» рассматривали на заседании градостроительного совета, которое прошло в Сухумском городском собрании. Основным замечанием совета было архитектурное несоответствие пристройки и объекта культурного наследия. Главное же требование со стороны Министерства культуры – соблюдение отступа от красной линии при возведении пристройки на 4 метра. Проект реконструкции принадлежит архитектору Тару Кибуре, который не согласился с предложением об отступе, но выразил готовность доработать концепцию проекта. Проблему подготовки экскурсоводов обсудили в Министерстве по курортам и туризму. Теперь все экскурсоводы и инструкторы по туризму, которые работают в Абхазии, должны будут пройти специальные обучающие курсы и переаттестацию. Если в прошлом году курсы были бесплатные, то в этом они будут стоить 5000 рублей. Обучение длится 3 месяца. Семинары будут проходить в Абхазском государственном университете, Сухумском государственном колледже и Гагарском гуманитарно-промышленном колледже имени Кихирева. Вводятся и квалификационные категории. Если у экскурсовода стаж работы более 5 лет, то после прохождения переаттестации он получает вторую категорию. Лица, проработавшие более 7 лет – первую.
Третий международный круглый стол «Абазины и абхазы. Перспективы сохранения и развития языков и историко-культурное наследие» прошел в Сухуми. Он был посвящен подведению итогов первого года реализации уникальной программы по сохранению и развитию абхазо-абазинского этноса. Мероприятие организовано совместно Академией наук Абхазии и автономной некоммерческой организацией «Алашара». Участники обсудили вопрос об издании настольной книги «Апсора», а также о создании единого унифицированного алфавита. Во второй части работы круглого стола принял участие вице-президент Абхазии Виталий Габне, который отметил важность работы по сохранению абхазского и абазинского этноса. На пресс-конференции в Арс Мира глава администрации Гагарского района Заур Бганба рассказал журналистам об итогах 2016 года и о планах на 2017. По словам Бганба, в прошлом году Гагарский район перевыполнил бюджет благодаря 3 отраслям – туризму, промышленности и торговле. Свет, вода, канализация – 3 самых главных вопроса, которые необходимо решать и в текущем году, подчеркнул Бганба. Что касается сбора налогов по Гагарскому району, то план был выполнен. Это были наиболее значимые события уходящей недели. А сейчас вернемся к главной теме нашей программы. Государственный комитет по управлению имуществом и приватизации начал инвентаризацию договоров аренды объектов недвижимости. Первая инспекция была проведена в Гагарском районе. Представители ведомства осмотрели ряд объектов. Нисва Аршба расскажет, как соблюдаются обязательства по договорам аренды и купли-продажи. Первый объект в списке – комплекс оздоровительной базы ДГТФ, более известный как Дон Табак. Его собственником является общество с ограниченной ответственностью «Сигма Финанс». Территория – 5,7 гектаров. Согласно договору купли-продажи, подписанного в апреле 2015 года, собственник в течение 2 лет должен вложить в объект 150 миллионов рублей. Срок выполнения данного соглашения истекает в апреле текущего года. Однако никаких строительных, реставрационных и иных работ замечено не было. По результатам проверки будет составлен акт, будем делать выводы соответствующие. Бывший пионерский лагерь Абхазской железной дороги был приватизирован физическими лицами в 2006 году. Согласно договору было предусмотрено 2 года на восстановление объекта. На территорию почти в гектар представители Госкомитета попасть так и не смогли. Наглухо заваренные двери создали серьезное препятствие для осмотра объекта. Однако нашли другой путь – через невысокий заборчик со стороны моря. Что удалось увидеть? Кровля и окна в основном корпусе демонтированы. Как давно, никому не известно. С собственниками объекта встретиться не удалось. Следующий объект находится в роскошном месте поселка Цандрыпш, буквально через дорогу от моря. Базу «Спорт» фирма «Лагуна» арендовала в 2000-х годах. Часть имущества была приватизирована в 2006-м фирмой «Самшит». В данный момент объект не функционирует. Тому свидетельство замок на входных воротах. Уровень предоставления услуг, он не соответствует, конечно, никаким современным уровням, даже в условиях нашей республики. Мы ведем переговоры, пытаемся арендатора обязать внести какие-то улучшения в свою работу. В случае, если этого не произойдет? Тут разные могут быть последствия, вплоть до расторжения договора. Санаторий Цандрыпш, ранее принадлежавший управлению Абхазской железной дороги, был приватизирован в 2006 году. Более 1 гектара земли с постройками достались обществу с ограниченной ответственностью «Найда». Увидеть за этим высоким забором, что именно происходит внутри и как содержится объект, не удалось. Только просунув в щели камеру, мы обнаружили разбросанный мусор и неухоженную территорию. Нами запланированный выезд в город Гагру. Гагарский район также, где расположены арендованные и приватизированные объекты республиканской собственности. Гудаутский район, город Сухум. По итогам проверки все эти данные будут сгруппированы, запротоколированы. И нами будет сделан расширенный вывод по исполнению своих обязательств арендаторами, собственниками по вводу в эксплуатацию данных объектов. Цель инспекции абсолютно ясна. Государственный комитет по имуществу и приватизации изучает ситуацию, чтобы получить полную картину происходящего. Это нужно, чтобы понимать, соблюдаются ли обязательства по заключенным договорам. Для этого необходимо посетить каждый объект, будь он в аренде или в собственности. Цандрыпш – лишь первый пункт. И пока с довольно печальным результатом. Нисва Аршба, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.
Как видим, процесс инвентаризации проходит непросто. Представители Госкомитета по управлению имуществом и приватизации не всегда даже встречают на местах. О том, какие меры будут предпринимать в ведомстве, чтобы повлиять на арендаторов и собственников, каким образом в комитете намерены повысить эффективность использования объектов госсобственности, мы обсудим с председателем Государственного комитета по управлению имуществом и приватизации Вахтангом Пипиа. Здравствуйте, Вахтанг Ахрович. Здрасте, Бела. Вы недавно возглавили комитет, это было в октябре 2016 года. Скажите, пожалуйста, какие задачи перед вами поставил президент? Потому что, насколько я знаю, буквально через месяц состоялась ваша встреча с Раулем Хаджимба. В ноябре месяце была встреча у президента, расширенное совещание, на котором президент поставил очень важные задачи в нашей сфере. Нам необходимо составить концепцию развития взаимоотношений собственности. Собственность, как вам известно, она бывает трех видов: частная, государственная и смешанная. Что касается частной собственности, у нас там особых влияний нет, люди сами строят, есть там проектные сметные дела в муниципальных образованиях. А что касается государственной собственности, мы занимаемся регулированием и максимальным эффективным использованием всего того, что есть у государства. Нами составляется программа приватизации согласно новому закону о приватизации. Программа будет состоять из нескольких подпунктов. Она под собой будет иметь разные сферы, не только курортная сфера. Под этими и промышленные предприятия мы будем разгосударствовать. Это, например, есть такие заводы в Ткварчеле. Мы будем использовать здесь и смешанную форму собственности, и частную будем рассматривать, потому что 23-25 лет эти предприятия не функционируют и не приносят доход государству. Что касается приватизированных объектов, сейчас в основном приватизированы объекты курортной сферы. Оно было очень востребовано, и нами сейчас проводится анализ их деятельности. Мы начали с границы, имеется в виду с Псоу. Первый населенный пункт — это Цандрыпш, Гагра, и дальше сюда будем идти. Вот только я приведу примеры по Цандрыпшу. Там около 7 объектов, которые приватизированы за последние 5-6 лет, и ни один из них пока не функционирует. В советское время они все функционировали, и, естественно, государство было заинтересовано, чтобы их запустить, поэтому государство их реализовало. Я бы остановился на самой крупной сделке в этом регионе. Это дом отдыха Дон Табак. По инвестиционному соглашению только по этому объекту планировалось начать ремонтно-восстановительные работы, и общий объем работ составлял более 1 миллиарда рублей. На сегодняшний день ни копейки туда еще не вложено. Мы будем эти вопросы ставить и, естественно, будем взаимодействовать с собственником. Что касается этого объекта и объектов других, которые не введены, их более 8, только в Цандрыпше, мы будем делать отдельный анализ. Естественно, никто не собирается их сегодня отнимать или пересматривать форму собственности. Тут речь идет о взаимодействии государства и собственника. Мы будем предлагать разные формы взаимодействия, вплоть до кредитования. У нас есть возможности в процессе наших переговоров, мы уже имеем примеры. Я не буду называть объекты, по которым мы уже нашли тесное взаимодействие, потому что есть такая форма, как государство-частное партнерство. Скажите, поэтому комитет обязан это делать? Вы знаете, комитет обязан максимально эффективно использовать всю собственность, которая находится в стране, потому что государство должно получать от их деятельности максимальную прибыль, и прибыль в виде налогов. Вот сегодня пример в курортной сфере. Вот сегодня мы располагаем более 30, по-моему, тысяч койко-мест, а я думаю, что востребовано более 100 тысяч.
И если было бы 100 тысяч койко-мест у нас в Абхазии сегодня, они были бы заполнены 90 койко-дней. Я в этом уверен, потому что мы эти расчеты проводили. Нам, наверное, очень интересно, чтобы все это функционировало. Мы же видим летом, что происходит у нас в стране. Люди приезжают и не могут размещаться нормально. И если мы срочно не примем какие-то программные, очень важные шаги в этой сфере, люди будут отворачиваться. Мы должны создавать условия для отдыха. А что касается не только туристических объектов, но, например, памятников архитектурного наследия, как с этим обстоят дела? Потому что в начале Нового года была такая неприятная ситуация, которая, в принципе, и сейчас имеет место быть, о том, что объекты культурного наследия, архитектурные памятники, собственники начинают перестраивать, разрушать, не оглядываясь на какие-либо вещи, что нужно сохранять все это достояние республики, делать то, что они считают нужным и выгодным для себя. Скажите, как-то комитет контролирует эти вещи? Вообще может он как-то повлиять на это? Этим занимаются больше муниципальные органы. В первую очередь, это задача Министерства культуры и национального наследия. Ихняя епархия, как говорится, все. Естественно, и мы взаимодействуем тесно с этими ведомствами. А что касается того факта, мы об этом не знали. Сейчас мы разработали схему взаимодействия, новую схему взаимодействия, потому что этот случай нас натолкнул на мысль, что нам необходимо составить программу действий в этой сфере, потому что самовольно ничего нельзя производить, тем более в этой сфере. И что комитет по госимуществу не может повлиять на собственника? Я скажу, мы сейчас написали всем нашим ведомствам, государственным, республиканским и муниципальным, о их собственности. И они сейчас нам присылают форму взаимодействия с инвесторами, форму взаимодействия арендные, разные, вы понимаете, формы взаимодействия. Что касается многих ведомств, мы уже имеем информацию, мы сейчас делаем анализ, начиная от Министерства образования, здравоохранения. Вы знаете, многие ведомства, располагая огромным, несвойственным им, так скажем, собственностью, например, железная дорога сегодня огромным жилым фондом располагает. Мы обязательно пересматриваем эти дела, потому что там необходимо проводить коммунальные какие-то работы, а они не в силах. То есть железная дорога сегодня кое-как себя не может прокормить, не то что там иметь огромный объем жилого фонда. Это все мы будем передавать муниципальным образованиям, готовятся документы. Что касается научных наших учреждений, в тесном взаимодействии с Академией наук мы разрабатываем схему дальнейших действий. Не профильные какие-то объекты мы будем реализовывать дальше. Нами сейчас составляется программа приватизации 2017-2020 годы. И в него мы будем включать некоторые объекты, которыми государство не может пользоваться, не может его запустить. Будем информировать наше население о дальнейших наших действиях. Ни одного объекта с 1 января уже без конкурса, без участия и посвящения всего народа мы ничего не собираемся реализовывать. Какого характера объекты в большинстве своем приватизируются? Что больше люди хотят приватизировать? И могут ли потом собственники менять характер предназначения этих объектов? И самих, сдавать их в аренду, менять хозяев? Такое возможно? В целом за последние 15 лет, за этот период, как существует комитет и составлена программа приватизации, всего реализовано более 140 объектов, в том числе и мелкие торговые объекты, объекты бытового обслуживания и так далее. Сегодня, как вам известно, по новому закону, объекты муниципальной собственности рассматриваются на местах,
и объекты республиканской собственности. Мы рассматриваем, правительство утверждает, и парламент рассматривает тоже. Вот. Поэтому здесь разграничение уже. Что касается тех собственников, которые уже получили эти объекты, мы сейчас их все анализируем. Конечно, в некоторых сферах торговли они не поменяли сферу деятельности. В курортной сфере, естественно, они поменяли. Но самая большая проблема, с чем мы столкнулись, это незадействованные объекты. Вот мы хотим задействовать, чтобы все это приносило прибыль. Прибыль, естественно, государству и им в первую очередь. Мы должны помочь нашему населению. Они все ссылаются на то, что кризис, на то, что нет кредитных ресурсов, и возможности, планировавшие ими возможности, стали ограниченными. Но это одна сторона. Другая сторона, люди купили, хозяева находятся где-то там в России, в других странах, и смотрят, пока там другие возможности возникнут. Вот даже мы столкнулись с таким примером. В какой-то Саратовской области взяли нашу собственность частную, хозяевами там являлись граждане России, и обанкротили ту фирму. И мы узнаем о том, что в собственности этой фирмы была реализована одна из объектов в Абхазии, недострой. И мы об этом узнаем совершенно случайно, и чуть не поменяли собственника. Естественно, мы и тут будем влиять, мы обязательно должны знать... О каком объекте речь идет? Это вот в Гаграх недострой, возле рынка, и территория большая, и вот за эти 15 лет на этом объекте не производятся никакие работы. Естественно, мы будем влиять на эти процессы. Мы будем спрашивать и от собственника, почему, и до каких пор будем смотреть на вот эти процессы. Что касается арендованных, я хотел бы еще остановиться. Вот у нас есть такой дом отдыха Кичрипш в Гаграх. Арендованный объект ООО «Лагуна» последние 14 лет оно находится в аренде в ООО «Лагуна». Они его используют, но, извините, в этом объекте нормальный человек не может отдыхать. Почему? Потому что там за эти 12-13 лет ничего не сделано. Естественно, мы будем спрашивать, если человек подписывал с нами инвестиционный договор, который не реализован, мы будем спрашивать даже дальнейшую судьбу, вплоть до расторжения арендного договора. Здесь у нас вопросы будут стоять жестко, твердо. Естественно, у нас есть люди заинтересованные, которые хотят и рассматривать другие проекты. Мы будем жестко требовать все согласно закону. У нас сегодня идут судебные тяжбы по ранее. В прошлом году был реализован объект, они не выполнили свои обязательства. Естественно, мы расторгли с ними договор купли-продажи. Мы и дальше будем твердо действовать согласно законодательству Республики Абхазия. И наша главная, основная цель – эффективное использование всех ресурсов, которыми располагает государство. Вы говорите об эффективности использования объектов, которые приватизированы. Есть несколько, по крайней мере, таких ярких объектов, символов Абхазии, о которых сложно сказать, что они хоть в какой-то степени эффективны. Это гостиница «Абхазия», это ресторан «Апра». Скажите, пожалуйста, что вообще предполагается сделать с ними? Как вы взаимодействуете с их собственниками? Что они там обещают? Просто хочу, чтобы вы нам раскрыли картину. Что касается брендовых объектов нашей столицы и Абхазии в целом, мы со всеми уже встречались в разной степени, и были даже переговоры на уровне президента с одними из собственников, в частности с собственниками гостиницы «Абхазия». Твердо поставлена задача перед собственником, чтобы этот объект запускался как можно быстрее.
На него пока проектно-сметная документация составлена еще десятилетней давности. Они обещали сейчас все это пересмотреть и начать ремонтно-строительные работы. Что касается других объектов, у нас по Абхазии нет ни одного объекта, с кем бы мы уже не встречались, не общались. Мы предлагаем разные формы взаимодействия, но, я еще раз повторяю, мы не хотим видеть в нашей столице подобные объекты, которые не запускаются, и максимально будем этим заниматься. Менять собственника, такой задачи у нас нету, если об этом не ставит перед нами задачу сам собственник. Да, некоторые приватизированные объекты, хозяева приходят мне и говорят: помогите нам реализовать. Конечно, мы им будем помогать, конечно, мы будем взаимодействовать, но об изъятии каких-то, о пересмотре форм собственности, насильственном пересмотре никаких таких задач перед нами не стоит, так что... А есть ли у комитета вообще рычаги воздействия на собственника? Вот, к примеру, если он разрушил или как-то испортил памятник архитектуры? Я скажу, конечно, в Уголовном кодексе у нас слабовато в этой сфере. Наверное, парламент будет это все пересматривать в связи с последними событиями. Да? Что касается объектов, которые мы отдали в аренду, и без нас они никаких работ проводить не могут. И есть еще объект в городе Гагра, который был в аренде, верхняя часть санатория Гагрыбш. Договор аренды был заключен 10 лет тому назад, и никаких работ на верхней. Этот договор аренды мы сейчас разорвали. И, естественно, у нас уже есть новый инвестор, мы с ним будем заключать договор аренды, который обязуется в течение 2 лет работы начать и в течение 3 лет закончить все ремонтно-восстановительные работы. Но вы говорите о том, что возвращать собственность вы не будете стараться как бы этого не делать, и в то же время вы говорите о том, что вы хотите любыми путями эффективно как бы использовать их. Я же говорю, разные формы собственности. Я говорю об арендных предприятиях. Там у нас жесткие условия взаимодействия. Жесткие, подчеркиваю. Законные жесткие условия. Что касается частной собственности, там у нас взаимодействие немножко другое. У нас есть разные формы, которые мы используем, которые используются в мировой практике. Естественно, и собственник будет в этом заинтересован, чтобы с нами тесно взаимодействовать. Мы интересные вещи ему предлагаем, поэтому говорю, что но в таком состоянии держать не будем точно. У вас сейчас проходит изучение и анализ всего госимущества, да? Да. А вот скажите, каковы результаты? Результаты, конечно, нас далеко не радуют. Наши глаза привыкли к тому, что мы сегодня имеем, а нам надо всему этому придать другой вид. Вот в Сухуми мы сегодня видим не только в столице, да, в районах восточной части Абхазии вы видите, практически развития нету. Люди не строят ничего, потому что нет средств, нет возможностей. В сельском хозяйстве есть какие-то там подвижки, но этого недостаточно. Локомотивом экономики всегда является промышленность. Мы должны, я считаю, что не только в курортной сфере заинтересованы быть, а в первую очередь в промышленности мы должны каким-то образом задействовать те объекты государственной собственности, которые сегодня простаивают. Это город Уарчал в первую очередь. А вообще город Уарчал – это огромный инвестиционный потенциал. Промышленные объекты неохотно, как я понимаю, приватизируют. Нами сейчас разрабатывается одна серьезная программа, в которой будут участвовать Россия, не скрою, Китай и Абхазия. Есть инвестиционное соглашение, которое пока я не могу раскрыть до конца, и уверен, что при реализации этой программы очень интересные вещи будут происходить в промышленности в целом и в сборочных делах в частности. То есть есть одна программа, думаю, что скоро мы его будем презентовать, Бог даст. Есть ли еще объекты, которые представляют головную боль вашему комитету? Например, стоит у нас в Ишерах мелькомбинат огромный.
он находится в аренде. У нас есть объекты в Гулрижском районе, в Очимчирском районе, которые не задействованы. Я не говорю, я еще раз повторяю, не курортная сфера. Чайные фабрики не задействованы. Их профильность надо менять. Но оно все находится в госсобственности. Поэтому головных болей много и в разных сферах. Вы говорите, вот, что идет учет, анализ, то есть как эффективнее использовать все вот эти объекты. Когда мы можем надеяться на какой-то определенный результат? Какой период времени потребуется для того, чтобы это как-то более-менее привести в порядок? Планка у нас высокая, требования перед собой поставили очень высокие. Естественно, мы постоянно будем информировать о наших шагах, и оно будет как-то проявляться. Вот первое, то, что касается резкого сегодня увеличения нашего влияния на все эти процессы, конечно, тяжело ожидать, но постараемся сделать все так, как требует закон. И я бы попросил всех еще раз посмотреть свои договора, и арендные, и инвестиционные соглашения, и обратить внимание, пусть мы никого искать не собираемся, сами должны составлять свои программы. Кстати, очень хорошая практика, вот это была введена, подписание инвестиционных соглашений после заключения договора купли-продажи. Очень хорошая практика, оно нам очень помогает. И мы здесь имеем еще свои наработки, вот, и естественно, будем требовать, согласно подписанных документов, все, что там есть. Да. Есть у нас объекты, которые числятся как у собственника, а их уже физически нет. Вот у нас есть там подобный объект в Пицунде, подобные объекты в Гаграх. Работать будем. Первый этап, и я думаю, что покажет, как будем взаимодействовать вот с этими объектами. Я желаю вам удачи. Спасибо большое, спасибо за приглашение. Спасибо за интервью. Вам удачи. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что моим гостем сегодня был председатель Государственного комитета по управлению имуществом и приватизации Вахтанг Пипия. Он рассказал о том, как будет повышаться эффективность использования объектов госсобственности. На сегодня это все. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.